Якутия прославилась инициативой ввести у себя на территории сухой закон, то есть полностью запретить производство и продажу любых алкогольных напитков. Первая реакция на это в прессе, да и в интернете была: ну и пьют же якуты, до сухого закона допились. На деле все по-другому. Якуты, точнее жители республики Саха-Якутия, пьют водки меньше, чем в среднем по России. По данным ВОЗ, в прошлом году на каждого россиянина от 15 лет приходилось в год около 16 литров чистого спирта. А в Якутии, по разным улусам, от 1 литра в Эвено-Бытантайском улусе до 12 литров в самом Якутске. Может, что русскому хорошо, то якуту смерть? Да нет, проблема в другом. Григорий Вдовин съездил в Якутию. Извечный среднерусский вопрос «выпить сегодня или не выпить» в далекой и уже сильно заснеженной Якутии неожиданно стал обсуждаться. Да еще как. Якутское общество разделилось. Для одних ответ очевиден, конечно, выпить. К передовикам этого течения участковые и пожарные ходят как на работу, а то весь город спалят. Извольте прослушать лекцию. Другие, наоборот, на морозе призывают прохожих. Ни капли. Территория трезвости и размеры может приобрести как 5 Франций. Якутск имеет все шансы превратиться в Чикаго 30-х годов. В республике на полном серьезе обсуждают введение тотального сухого закона. Короткий митинг. Короткий, но содержательный. Только в одном городе Якутске 700 точек продают алкоголь. Это алкоголь течет рекой. По количеству алкоголиков на 10 тысяч населения республики на передовых позициях. У северных народов нет фермента алкоголь-дегидрогеназы. То есть у нас нет никакого иммунитета. Мы 4 раза быстрее спиваемся, чем южные народы. Дом на окраине Якутска. Здесь практикует местная целительница. И она обладает редким даром, буквально видеть алкоголизм. Это отвратительный шерстяной паразит на груди пациента. Экспонату позавидует любой зоопарк. В ходе обряда необходимо разжать его пальцы с когтями, которые цепляются за человека тем крепче, чем больше тот пьет. И отшвырнуть его подальше навсегда. Вот здесь на груди, оно только начинаешь, не начинающих, оно бывает только глаза вначале появляются. Я убираю только глаза или еще что-нибудь. А у многих оно уже все тело появляется. Появляется тело, и я, например, одно щупальце вижу. Попытки перестать торговать спиртным совсем в республике уже были. Предпринимали их сельсоветы решением мирских сходов. Торговые точки решению подчинялись. Село Актемцы на какой-то период стало островком трезвости в окрестном алкогольном буйстве. Тот, кто называет себя Кирюшей, вспоминает те непростые времена. Но достать все равно получалось. Выпиваете? Выпиваю. Много? Много, конечно, выпиваю много. Каждый день? Каждый день. А зачем? Ну, а что? А сколько вам сейчас надо, чтобы хорошо было? 2-3 литра. Надо запретить продавать? Нет. Но потом решение опротестовала местная прокуратура. Что-то в протоколе схода было оформлено не так. И все пошло как обычно. И что, не пили вообще люди? Нет, пить-то пили. Ну так-то все-таки на улице не было видно таких шатающих, вот, гулящих. Ну вот эти, они что, не найдут где выпить, что ли? Если запретят, не найдут. Как? Где найдут-то? За углом сельпо, стойкий к превратностям судьбы Кирюша, спрятался, как только на горизонте показался, что называется, луноход с участковым, к которому покорно направились зазевавшиеся собутыльники. Республиканский реабилитационный центр «Надежда». Здесь помогают бросить пить женщинам. Случаи в большинстве тяжелые. Конечно, я похмеляюсь. С этого начинается мой кошмар. Я забываю обо всем, о семье, о своих обязанностях. Забываю о том, что женщина должна быть красивой, она должна быть матерью семейного очага. И в мыслях только выпить. Буквально в 100 метрах от реабилитационного центра магазин, в котором все, что душа пожелает. На вражескую территорию пожаловал главный республиканский нарколог. Проверить, как соблюдается другое, уже одобренное нововведение. Бутылку нельзя купить раньше 2 часов дня. Резко упал в городе Якутске показатель психозов. Алкогольных психозов, которые наступают, когда человек пьет очень много и продолжительное время. И как только указ был принят, у нас показатели упали.
Пик общественной дискуссии по законопроекту придется как раз на зимний период. Уже сейчас минус 40. Впереди Новый год, и звучат призывы для начала попробовать объявить полностью трезвыми хотя бы новогодние каникулы. И сторонники, и противники инициативы в один голос призывают в первую очередь взглянуть на происходящее трезво. Пока закон сухой можно смело назвать достаточно сырым. Даже его проект, опубликованный на сайте Республиканского молодежного министерства, содержит грамматические ошибки. В таком виде его, естественно, не примут. Но будут ли там просто расставлять запятые или вносить какие-то более серьезные коррективы, очевидно, станет понятно в ближайшее время. Хотя конкретных сроков завершения обсуждения нет. Так что дискуссия, пить или не пить, теоретически может продолжаться вечно. Григорий Вдовин, Станислав Пономаренко и Валерий Глушаков. Вести недели. Якутия.